Здравствуйте, мои дорогие, мои прекрасные подписчики и гости моего канала Яблоко Ольга Таро. Меня зовут Ольга Николаевна, если кто-то еще не знает. Познакомимся. Я признательна вам за вашу обратную связь, за подписки, за сердечные комментарии, за донат, который вы присылаете. Огромное вам спасибо. Желаю вам сейчас разложить такой расклад. На что открываются у вас глаза? На что открываются у вас глаза? Давайте. Постепенно идет открытие, как говорится, вашего зрения на какие-то ситуации. Давайте посмотрим, на что открываются ваши глаза. Ну вот, на что? На то, что, как говорится, в этом мире все довольно-таки интересно расположено. То, что нужно в какой-то степени обнуляться, от прошлого уходить по той причине, что прошлое есть прошлое, а настоящее и в будущем это совершенно другие, как говорится, идут энергии. В этой карте приключения и наивность, и в то же время свобода, потому что человек освободился от прошлого. Здесь лежит начало всех дорог, всех путешествий. Ну, как говорится, все, что связывает что-то с прошлой жизнью, то действительно это сложено вот в маленькую такую котомочку. И потом шут, ну, эта женщина здесь показана, окружена такими зверями, у которого у человека давным-давно уже установилась связь. Ну, это, я так думаю, собаки. Вот. И ей комфортно путешествовать вместе с этими, как говорится, зверями в неизведанное пространство. То есть здесь готовность к тому, что человек своей наивностью и простодушностью, ну, как говорится, не видит ни осторожности, ни страха. И вот понимаете, здесь только и есть, что все так просто в ней кажется, ну, больше, чем достаточно даже вот ей вот этого земного царства. А спутники даже и не удерживают ее, они видят, они стоят рядом с ней, беспристрастные, но как бы противостоящие ветру. Вот впереди их ждут вызовы. Здесь показано, ждут вызовы, испытания. Ну, конечно же, для них это не имеет никакого значения. Здесь эта карта, ну, говорит удачи, удачи, в путь, иди в путь, удачи. Так, на что еще глаза откроются? На что еще глаза откроются? Ну, открываются глаза на шестерочку пентаклей, то есть на ту сферу жизни финансовой, которую, в общем-то, никак не исключишь. Здесь, понимаете, в жизни все бывает, но без пентаклей тяжело жить. Как в пустыне, так и... Ну, здесь вот, понимаете, он идет как человек, который кое-что уже добился. Он видит впереди, у него зеленая такая, знаете, все-таки как-то немного, хотя и пустыня, но все-таки и утопает в ней нога. Но тем не менее, он как бы все равно пересекает, то есть эти трудности он испытывает. Здесь и солнце светит, ну, в смысле ярко, пустыня есть пустыня. Но здесь еще у него тоже проводник есть. Такая тоже собачка. Ну, как сказать, в наше время ее, наверное, назовешь таксой. Вот. И как бы она, эта собачка, делает ему как проводник. Он вот лавровую ветвь держит, символ равновесия, а сам находится на пути все-таки очищения. Он как бы хочет очиститься. И, понимаете, он своим духом, силой воли своей может пересечь эту пустыню. И, кроме того, он призывает делиться и взращивать все то, что он вот несет.
понимаете? И друг друга еще как бы понимать, к этому призывает. Так, на что еще глаза открываются у вашего, как говорится, у вас, вернее. Ваши глаза открываются. На что они открываются, мои хорошие? Так, перевернутая колесница, да? Ну, колесница у нас здесь показана в этой колоде как божество, которое по-старому, по-прошлому, но все-таки ведет и выводит человека из каких-то, ну, если не дрязг, но каких-то, в общем-то, м, неурядиц, то есть прошлого. И здесь как показывает, что все будет успешно. Здесь нужно проявить решимость. Вот на это открывают глаза. Потому что движение – это решимость. И своего рода тоже контроль. Почему? Потому что неправильно поведешь свою колесницу. И, естественно, попадешь не туда, куда бы нужно. Здесь все-таки глубины океана показываются. И как бы вот за светом, течениями, где правит тоже природа, она таинственна. И возница таинственная, скрытая навесом, но твердо держится на спине вот у этого какого-то неизвестного существа. А птицы на крыше этой возницы похожи как бы на паруса, они помогают выбирать направление. То есть здесь божество показывает нам, что человеку есть помощники, они ему помогают. И на это открываются у него глаза, что он в жизни все-таки не один. Мы вообще все не одни. Вот нам кажется, да, вот мы одиноки, то да сё. Нет, фактически мы все не одни. У нас есть нас сопровождающие явно или скрыто, но обязательно есть какие-то божества. Либо, либо просто внутри у нас есть тоже ведь частичка Бога. Мы же не просто так написано, что созданы по образу и подобию нашего Господа Бога. И здесь показывают еще также существует, как бы открываются глаза, человек эгоистичен. И вот его власть этого эгоизма, над эгоизмом, то есть над физическим его миром, здесь она четко прослеживается. То есть усилием воли заставляет человека все-таки двигаться. Хотя это очень трудно. Здесь показано, и на это открываются глаза. Движение, да, оно трудное. А трудное почему? Да потому что вот хочется достичь победы, хочется всем достичь этой победы, триумфа и понять, в чем же он. На что же открываются здесь глаза? Триумф-то триумфом, но ведь мечи – это остро обоюдные такие, как говорится, и речи, и разговоры, и мысли. А он как бы, знаете, показывает, что в итоге-то можно многое, как говорится, и наговорить, как хорошего, от хорошего, так и проклятие можно произнести. Ведь меч, он символизирует решительность, внутреннюю силу. Вот это, конечно, очень важно понимать в себе, вот эту внутреннюю силу и решимость. Они нужны будут для как испытания будущее, для будущих испытаний. Вот на это тоже открываются глаза. Победа-то победой, но решимость – это тоже важно. И вот выходит еще вторая, старший аркан – Верховная Жрица. Но Верховная Жрица – это скрытое становится явно, мы знаем об этом. Она нас символизирует тоже, как говорится, об очень интересных вещах. То есть понимаем, как она нам показывает интересное в этом мире. То есть действительно открываются глаза на какие-то таинства, на самопознание, на бдение. То есть человек должен уже понимать, что в его власти где-то переступить порог, а где-то и не пойти. То есть здесь, понимаете, здесь уже человек наделен знаниями. Причем эти знания очень, как сказать, видны как божественное женское начало, как здесь, значит, видимое и невидимое,
как сознательное, так и бессознательное. И здесь вот, прежде чем открыть какие-то тайны, вы должны знать многие секреты, а это и есть знание. И для этого вам открывается такое познание, как умение познавать сначала себя, мои хорошие. Это тоже очень важно. Очень важно. Вы открываете на это глаза, мои хорошие. Да. И вот выходит еще то, что, на что вы должны открыть глаза. А вы цепляетесь за что-то старое, за что-то рушащееся, за то, что уже уходит у вас из-под ног. А вы до сих пор цепляетесь и цепляетесь. Вот эти две собаки, они как бы показывают, что они, ну, сохраняют, как говорится, то, что им положено охранять. То есть у них такая задача. Алтарь там или что-то божественное нужно им охранять. Они не знают, как уйти с этого места. Тем не менее, они понимают, что здесь уже близка потеря. То есть вам на это открываются глаза. Вам открываются глаза, что близка потеря и распад. То есть встречаете как бы вот два нумена, они встречают свой собственный конец. Ну вот. И здесь весь мир вот-вот перевернется с ног на голову, но они продолжают все-таки охранять этот алтарь, я же говорю. Он как бы вот медленно, вот он исчезает, в бездну уходит. Его поглощает туман. И они просто уже, эти божества, становятся простыми уже животными. Ну, такими как, ну, собаки, вот они похожи на собак. Черный номер – это олицетворение того, что мы за все цепляемся. Всегда. Вот все, что, как говорится, скоро будет утеряно, а мы за это цепляемся. Здесь у нас возникает вот эта вот тревога, смятение. И испытание веры тоже здесь происходит. Но, понимаете, здесь мы думаем и понимаем. У нас открываются на это глаза, что после испытания все еще может вернуться. Вот так. Вот такое вот у нас видение в настоящее время ситуации, мои хорошие. Так, какой совет дадите человеку, которого открываются глаза на все эти происшествия? Совет, пожалуйста. Сейчас тремя картами посмотрим советы. Так, советы, пожалуйста, подсказки Вселенной, высшей силы, божества. Так, ну что, работайте с отношениями, работайте в материальном, физическом мире, моральном мире, духовном. Это необходимость, так советуют белое божество Нумины. Они советуют еще вам не уходить, как говорится, от каких-то разговоров, то есть быть как бы в центре внимания и тем не менее действовать, защищать себя, защищать свои границы, личные границы. Это тоже совет. Причем яростно защищайтесь по жезлам. То есть человек должен понимать, тот, который, как говорится, старается напрячь этого человека, он должен понять, что у каждого есть свои, как говорится, пределы, жизненные потребности и жизненные устои. И проживать, как говорится, в стабильности стараться. Быть и здоровье укреплять, и сохранять, оберегаться. И материальные ресурсы тоже держать в балансе. Почему? Потому что, ну, без балансирования, без уравновешения трудно проживать в этом мире. Необходимо всегда, как говорится, необходимо всегда иметь эту подушку безопасности. И это именно вам как бы на это открывают глаза белый нумен и советуют. По итогу карту сейчас посмотрим, какая же итоговая карта всего расклада. А итоговая карта вот такая. Вы очень, так сказать, максималистически, как юноша,
Вы отрицаете многое. Вы идете против ветра и против различных событий и испытаний. У вас есть, конечно, а, и образование, и возможности понять все, и тем не менее ваш конь как бы тоже сопротивляется ветру, но это под воздействием вашего решения, под воздействием ваших слов, под воздействием ваших действий. Он как бы не хотел, вот у него вот есть такой вот, он переступает с ноги на ногу, но тем не менее, как говорится, поддается именно вашей силе воли. А вы понимаете то, что вам необходимо проявить себя. И проявляете, к сожалению, проявляете в той мере, который, ну, как бы не свойственен рыцарю. Но есть намерение. Он понимает, что нужно идти вперед. Страха нет. Есть уверенность. И присутствует, как говорится, ну, перед началом как бы грядущей битвы. Он это предчувствует. Потому что рыцарь над головой, ой, месяц над головой рыцаря, он как бы дает ему силы, а также еще и указывает направление. Так что направление вам открывается. Вот. Вы это увидите. Испытания вы тоже поймете, какие испытания проходите. И то, что вам уверенность нужна, это факт, на это вам открываются глаза. И то, что вам не цепляться за прошлое, на это тоже белое божество Нумен вам открывает глаза, чтобы получить какие-то победы триумфальные, какие-то признания. Вам необходимо от прошлого отойти, испытания верой пройти, и тогда вам и тайные знания откроются, и путь правильный откроется. Вы будете знать, как идти и на что, и каким образом рисковать, но при этом личные границы соблюдать. Все, на этом расклад закончен. Понравился? Пишите. Пока-пока.